За окном снег и мороз. У нас в Петербурге февраль вообще весь морозный, но солнышко выглянуло, и это праздник, и чувствуется сразу приподнятое настроение, чувствуется весна, что она вообще где-то не за горами. Хочу с вами поделиться тем, как проигрывается, проживаются времена года в отношениях. В отношениях тоже, как и в человеческой жизни есть времена года, так и в отношениях. Почему это важно знать? Потому что когда наступит слякоть и дождь, чтобы вы не говорили, что караул, конец отношений. Нет, это не конец. Вот сейчас расскажу, как это происходит и на что нужно обращать внимание. Зима в отношениях, или если у вас нет отношений, это период, когда нужно посвятить себе, когда нужно уделить внимание себе, прислушаться к своим чувствам, может быть, сделать какую-то ревизию убеждений, может быть, подумать о том, какие потребности я хочу закрыть в отношениях, зачем мне отношения, ну и так далее. Посвятить это себе, своему развитию, своему внутреннему ощущению себя, своим чувствам, для того, чтобы через себя лучше понимать других, когда эти другие есть рядом или будут рядом. Следующий период весна, когда вы набрались сил, вы узнали все о себе, вам хочется этим поделиться. И наступает такой период, когда идет период расцвета, хочется действительно с кем-то знакомиться, с кем-то делиться, кому-то отдавать свою любовь, свою заботу, свое внимание. И вот этот весенний период тоже мы активно проживаем как желание поделиться или там желание себя показать и, так сказать, другим что-то дать. Период лета – это период стабильности, расцвета, когда у нас появляются отношения, когда нам хочется делиться с другим человеком, когда мы расцветаем сами, когда мы узнаем себя через другого. И вот этот период – это накапливание энергии и создание зрелых, хороших отношений. Но наступает осень, в отношениях она тоже наступает, и вдруг мы осознаем, что что-то нам, оказывается, не нравится, что-то мы не увидели сначала, там, ну или какие-то там нюансы, да, в отношениях. И вот в этот период важно не испугаться, а пройти трансформацию, расширить свое мировосприятие, понять, что несовершенство – это часть жизненного процесса, что идеального не существует. Если вы гоняетесь за идеальным, это значит, вы заранее настроены на проигрыш. И если вы трансформировались, поняли, приняли, то ваша осень пройдет чудесно, наступит зима, которую вы посвятите друг другу. Вы будете понимать друг друга без слов, вы будете чувствовать друг друга, и ваша зима будет счастливой. Удачи!